Единороссы запустили сразу два всероссийских конкурса «Лучший дом», «Лучший двор» и «Долголетие для всех». По задумке организаторов они должны выявить лучшие практики управления многоквартирными домами и работы со старшим поколением. Кто может принять участие, как подать заявку и что будет оцениваться, расскажет Елена Кононова. Они вместе решают проблемы по благоустройству, воспитывают детей и проводят общие праздники. Жители сразу нескольких домов Сыктывкара показывают яркий пример того, как дружно могут жить соседи. Двор – это же не площадка, это же люди, И вот у нас как-то так все стихийно сложилось. Начали сначала с покупки песка и закончилось все тем, что у нас все дни рождения здесь. Не будешь так что, тесно это. Я не знаю, насколько теснее может быть. И таких историй множество по всей стране и, конечно, в республике. Организаторы конкурса «Лучший дом», «Лучший двор» решили найти самых талантливых из активистов, чтобы они могли показать и другим, как сделать свой дом образцовым. Попробовать свои силы могут все желающие, будь то член совета дома или просто неравнодушный человек. Достаточно зайти на сайт moydom.er.ru, авторизоваться через телефон и заполнить заявку до 15 августа. Заявка там достаточно простая, там указывается просто субъект, город. Если идет номинация на ТСЖ, то указать фамилию и контактные данные кого и приложить фотографии и эссе с описанием то, о чем тот желающий человек хочет поделиться. Работа советов многоквартирных домов, проведение капитального ремонта, лучший двор и так далее. В конкурсе 6 номинаций. Главное для экспертов – это актуальность проблемы, новизна, нестандартный подход решения задач, охват участников. От Коми уже есть первые заявки на участие. Любая практика и любая гражданская активность, общественная активность, она в нашей республике на самом деле развивается достаточно, мы видим, перспективно, и мы это видим на примерах благоустройства, урбанистики, на примерах, наверное, улучшения инфраструктуры, в том числе и домохозяйств, которые у нас сегодня есть такие примеры. Второй конкурс «Долголетие» для всех призывает к участию все организации, благодаря которым люди старшего поколения ведут активный образ жизни, занимаются спортом, туризмом, рисуют, поют и танцуют. В Коми есть замечательные проекты, такие как «Третий возраст». Для конкурса надо лишь описать работу за 2 года, конечно, с фотографиями, видео. Недавно проходил вебинар по территориям северо-западной. И знаете, насколько интересно рассказывали о своей работе люди старшего поколения. Там такие проекты интересные есть. Даже не подумаешь про это. Или садоводческое общество объединяется, люди старшего поколения, и рассказывают о своей деятельности, как они выращивают и помогают людям молодым. Да хоть кто может смотреть. То есть очень интересные проекты. Заявки принимают до 12 августа. Подать ее можно на сайте долголетие.er.ru. Победителей и призеров ждут денежные призы. Лучшие практики по 2 конкурсам будут оценивать эксперты как региона, так и федерации. Будет и народное голосование. Партийцы просят жителей Коми подключиться и сделать свой выбор. Имена лучших станут известны в сентябре. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.